Самое, мои подписчики, вот это результат, это наше воспитание мы получаем в раннем возрасте, где-то 15 лет тоже получаем, 14-15, а вот позже мы после 18 лет получаем результат нашего этого воспитания детей. Если мы это как любили, как это внимание, как это уделили, и забота это было у нас с нашими детьми, потому что это я по своей ребенку это говорю, что моему ребенку 14 лет, я уже вижу результат своего воспитания. Я уже вижу, как это получаю свои, как это результат своего воспитания. А я своего родителей тоже это... Ну, мне тоже были с 14 лет, это я помогала. Ну, всегда папа, мама и помогала по хозяйству дома. А вот это, что полный, что чисто настоящая любовь у меня после 18 лет у меня появилась, что я учусь в университет, поступлю и заканчиваю, я буду рядом с папой, мамой. В старости мои родители ничем не нуждаются. Вот такая цель у меня была. Поэтому, как же говорят, это у нас пословица, что сажаешь, да, то получаешь. Что мы как воспитаем, так получаем это потом в итоге. Только при условии, что у ребенка, если духовное это воспитание. Духовное воспитание это самое главное. Да. Духовное воспитание не каждый это родитель может ребенку давать. Духовное воспитание это самое мощное воспитание, которое она это влияет на все, это будущий ребенок. Духовное воспитание это такое, это, как сказать, такой лекарство, да, для ребенка на его жизнь, на всю будущую жизнь. Поддержит ребенка, и это что он духовно будет это смелый, как это сильный, и будет это в итоге своим папой, мамой, как это давать обратно, как это папа, мама дали это ребенку. Да, я что это вот сама, как это говорю, что я возвращалась к родителям, потому что они дали мне любовь и внимание, и заботу. Я тоже дала им любовь, внимание и заботу в старости до этой их смерти. Я сейчас тоже своей ребенку тоже это где-то получаю тоже это результат своего воспитания. И получаем, да. Допустим, я своей ребенку не говорю, что убирай квартиру, это, она. Я приеду, это, она все убирала, все помыла, все это чисто, все это. Она салат готовила, она кушать еще это хотела готовить. Я ей звонила, что не готовь, я сама это приеду, готовлю. Это же результат нашего этого воспитания же, правильно? Я пару раз ей ничего не говорю, оставлю это, вот это, не убираю, это ухожу, приеду домой. Все убрано, все это полы помыла, все убирала, все посуда помыла, все по местам, все порядок, что она перестановка еще делает. Это воспитание, это результат нашего воспитания. Если мы это делаем, это добро, получаем добро, правильно? Как мы даем это своим детям, так получаем обратно. Представьте себе, если мы кричали на ребенку, избивали, как это угрожали, как это напугали, да? Потом ребенку скажет, ну, сама это убирай, сама как это. Такие тоже по жизни я видела, что девчонки, которые они то того, что мама не говорит, они ничего не делают. Есть такие дети тоже, не делают. Кто-то уже говорит, пожалуйста, пожалуйста. А они, когда своему ребенку не говорят, пожалуйста. Делает, пусть делает, не делает, ничего страшного, сама убираю. Но слава Аллаха, машалла, баракаллах, что делает. Да. Я же говорю, рано или поздно мы результаты своего воспитания получаем. Рано или поздно мы получаем. Видим, что это, как это мы дали ребенку, какое воспитание дали, и такой мы это результат получаем. Вот так, дорогие мои родители, так, дорогие мои подписчики. Я всегда стараюсь, что для вас только полезные вещи рассказать, только полезные этой информации вам давать. Будьте здоровы, берегите себя, пожалуйста, не болейте. Желаю вам здоровый мир в вашей это доме, иншаллах, как мы говорим. Ассалам алейкум, это мир вам, это будет по-нашему. Поэтому я желаю вам мир, здоровый, берегите себя, пожалуйста, и не болейте. Спасибо за внимание.